И две книги художественные, но я считаю, что они про управление персоналом. Наши, советские. Это «Волоколамское шоссе», Александр Бек. Про наступление фашистов под Москвой. И там, когда панфиловцы держали это наступление, про героя, его зовут Бауырджан Мамышулы, старший лейтенант панфиловской дивизии. Книга любому управленцу надо прочитать. Про настоящее антикризисное управление. Вот те, кто читают после моих рекомендаций, они всегда меня там находят и говорят: просто огонь, спасибо, там, это просто супер книга. Александр Бек написал ее. В 1946 году на иврит была переведена книга Александра Бека «Волоколамское шоссе». Создается новое государство, молодое израильское государство. Эта книга вручается каждому офицеру израильской армии вместе с оружием. Это было не только учебное пособие, но и, как говорили, руководство к действию. И генерал, будущий начальник генштаба израильской армии Моте Гур в своих воспоминаниях описывает одну историю, в которой он обращается со словами к своим бойцам, будучи еще командиром роты, обращается к своим бойцам со словами комбата Мамышулы, героя Советского Союза, впоследствии совершенно замечательного человека, обращается к своим солдатам, которые бежали, струсили, он строит их на плацу и читает главу из этой книги и заканчивает словами: «Ты думаешь, ты оставил боевые позиции? Нет, ты сдал Москву». И он говорит: на этом я прекратил читать, отдал честь, повернулся и ушел. И я был уверен, что солдаты мои меня поняли. Вот опять урок истории, другая армия, другая война, но которая является примером мужества, героизма, на чем воспитывалась тогда молодая израильская армия. Однажды Фиделя Кастро спросили, кого из героев Второй мировой войны он мог бы назвать своим кумиром. Известный кубинский революционер. Не задумываясь, ответил Бауырджан Мамышулы. Фидель много читал, и неудивительно, что знал о нашем герое. Книга «Волоколамское шоссе» к тому моменту уже вышла. Комбат, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят, так бьет ее комбат,